Вас вітає служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Юлія Мастіч. Глядзіце ў гэтым выпуску. Аграрныя гарызонты. У Мінску стартаваў беларускі аграпрамысловы тыдзень. Іх любоў не ведае межаў. Ордэны маці ўручылі 4 гамяльчанкам. Ініцыятыва ад моладзі. У Будакашалёва адкрылі сучасную велалакацыю. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Сталіца прымае галоўны аграрны форум краіны. У Мінску стартаваў беларускі аграпрамысловы тыдзень, у рамках якога праходзіць спецыялізаваная выстава «Белагра-2026». Пляцоўка міжнароднага выставачнага цэнтра аб'яднала сотні перадавых кампаній і экспертаў. У ліку ключавых удзельнікаў прадпрыемствы Гомельскай вобласці. На стэндах рэгіёна прадстаўлены як добра знаёмыя брэнды, так і абсалютна новыя імпартазамяшчальныя распрацоўкі. Чым ганарацца палескія аграрыі, ведае Тацяна Пеменёнкава. Для Надзеі Паўловай гэты зялёны глянец – справа жыцця. Цяпліцы даўно сталі другім домам, а знакамітыя гомельскія агуркі – асабістай падставай для гонару. Самыя сакавітыя і ідэальныя па форме. Кожны праходзіць строгі адбор. Прама з градак агуркі адпраўляюцца пакараць сталіцу на аграпрамысловы тыдзень. Жанчына ўпэўнена, мінская публіка ацэніць сапраўдны гомельскі бренд па заслугах. Мы их выращиваем с самого маленького, получается, как за детками ухаживаешь. Растут, уход делаешь, крутишь их, то есть переживаешь, чтобы полив был, где-то капелька завьется, ты перепроверяешь, полив идет, то есть радуешься, что да, урожай идет больше и больше. Ты видишь на выставке, да, очень приятно, что это наш труд, вот, мы видим свою работу и очень приятно. Некалькі гадзін у дарозе і гомельскія агуркі ўжо ў сталіцы. У гэтым годзе канкурэнцыя на мінскай пляцоўцы жорсткая. Свае дасягненні паказваюць больш за 570 кампаній. Але нашай вобласці ёсць чым здзівіць. Рэгіён прадставіў магутную лінейку з дзясяткаў найменняў ад цяплічных брэндаў да мясных і малочных прэміум навінак. Коммунальное сельскохозяйственное предприятие постоянно участвует в агропромышленной выставке «Белагра». В этом году мы представляем на нашем стенде это овощи свежие, это огурцы, помидоры и плодовочную консервацию. Участники выставки могут не только знакомиться с нашим внешним видом нашей продукции, а также могут его попробовать, потому что на протяжении всей выставки, это до 6 числа, у нас проводится дегустация. Гомельшчына прывезла ў сталіцу не толькі гатовы прадукт, але і тое, без чаго багаты ўраджай немагчымы. Гомельскі хімічны завод традыцыйны і адзін з самых аўтарытэтных удзельнікаў міжнароднага тыдня. Хімічны гігант акцэнтуе ўвагу. Аснова харчовай бяспекі закладваецца ў лабараторыях і цэхах. А таму на выставе «Белагра» прадставілі не толькі ўдабрэнні для буйных сельгаспрадпрыемстваў, але і маленькіх гаспадарак. На выставке мы знакомим в первую очередь наших аграриев с нашей продукцией, а это фосфорсодержащие удобрения, средства защиты, а также рассказываем о возможностях производства новых видов формул удобрений. Кроме того, еще мы получаем и отклик от наших, и пожелания от наших сельхозпотребителей о востребованных марках. На выставке мы представляем, кроме того, и продукцию для нашего населения, а это товары в мелкой расфасовке. Там же все могут получить рекомендации по использованию удобрений и средств защиты. Будем рады всех видеть на выставке «Белагра». На «Белагра-2026» беларускія аграрыі працуюць побач з замежнымі калегамі. У мінскім міжнародным выставачным цэнтры свае дасягненні разгарнулі кампаніі з 12 краін. На площадке сегодня «Белагра» Беларуси различные стоят задачи. Это покупка, это знакомление, это долгосрочное сотрудничество. Мы покажем технику не просто выставочно, да? Завтра начнет работать площадка, где мы воочию будем показывать возможности нашего сельхозтехники. Вы увидите там и 500-сильный тракт, как работает сегодня почвообработка, заготовка кормов, как происходит. Одновременно будут профессионалы демонстрировать и свои умения пахоты, да, которые позволят определять качество техники в том числе. У нас пройдет одновременно сегодня встреча с ритейлами России. Это очень важный этап для того, что и впервые мы его проводим на форуме здесь, нашей «Белагра» выставки, которые направлены, естественно, на реализацию нашей продукции. Поэтому одно из важных сегодняшних, так сказать, мероприятий – это объединить всех участников, всех наших гостей для того, чтобы понять ресурс и пожелания наших клиентов.
Дарэчы, Гомсельмаш на выставе «Белагра» прадставіў як флагманскія мадэлі тэхнікі, так і навінкі. Камбайн Джаш 810 агрэгатаваны новай жняяркай для ўборкі кукурузы. Яна прадстаўлена ў незвычайным дызайне з сімволікай года беларускай жанчыны. Галоўная аграрная пляцоўка краіны у мінскім міжнародным выставачным цэнтры працягне сваю працу да 6 чэрвеня. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Уступная кампанія ў разгары. ЦТ па другім профільным прадмеце сёння здалі звыш 4,5 тысяч абітурыентаў в обласці. Самым папулярным іспытам стала англійская мова. Яе выбраў амаль кожны другі. Таксама сёння здавалі матэматыку, біялогію і геаграфію. Выпрабаванні па іншых профільных прадметах можна прайсці 5 чэрвеня. Допуску ў аўдыторыі строгі, толькі пры наяўнасці пашпарта або ID-карты. Абавязковы папяровы пропуск і чорная гелевая ручка. Без дакументаў на тэсты не дапускаюць. Вынікі стануць вядомыя на працягу 10 дзён. Для тых, хто прапусціў іспыты па ўважлівых прычынах, вызначаны рэзервовыя дні ў чэрвені. Рэгістрацыя на іх стартуе ўжо ў бліжэйшы панядзелак 8 чэрвеня і працягнецца 4 дні. Моцная сям'я – падмурак дзяржавы. У нашай краіне падтрымка шматдзетных бацькоў і стварэнне ўмоў выхавання дзяцей – нязменны прыярытэт. Указам прэзідэнта Александра Лукашэнкі нумар 170 ордэн маці прысвоены 72 беларускам, сярод іх 11 прадстаўніц Гомельскай вобласці. Гэта не проста ўзнагарода, а сімвал глыбокай павагі да матчынага подзвігу, нараджэння і выхавання 5 і больш дзяцей. З адной з гераінь пазнаёміліся наши корреспонденты. День свадьбы, возвращались домой, и муж сказал, мы гости, молодежь. Все, я сказала, у меня будет 3 детей. А потом так остановился, хотя нет, чего 3, 5. Мы все дружно рассмеялись. Как видите, прошло не так много времени, а у нас уже действительно 5. Вольга Верхавец заўсёды ведала, дзяцей у яе будзе шмат. Жанчына выхавана ў вялікай сям'і. Сёння ў яе самой 2 дачкі і 3 сыноў, старэйшаму 11, малодшаму усяго годзік. Конечно, бывает период, когда детки болеют. Они, как правило, не болеют по одному. Они болеют практически сразу вместе. И это, конечно, тяжело. А потом, как и в жизни всегда, после черной полосы всегда наступает белая. Видите улыбки, видите их какие-то достижения. Это, безусловно, не передать просто словами, потому что, конечно, это огромное счастье. Галоўны сакрэт сямейнай гармоніі, кажа Вольга, у любві, падтрымцы мужа Паўла. Пара пазнаёмілася падчас вучобы ў Гомельскім універсітэце, тады ж і сыгралі вяселле. Пасля маладажонаў размеркавалі ў Добружскае лясніцтва. Мы вместе поступили в ИГУ Скорыны, имени Франциска Скорыны, на лесное хозяйство, специальность. И вместе учились. Со 2 курса начали встречаться, а на 5 поженились. Она очень общительная, дружелюбная и, конечно, самая красивая. Да и вообще люблю ее. Іх 12-гадовы саюз будуецца на каханні і павазе, а яшчэ сумесных паездках на адпачынак. Любыя клопаты і шчаслівыя моманты тут вучаць праходзіць разам. Пры гэтым гаспадыня імкнецца, каб дзеці раслі разнабаковымі і змалку развівае іх здольнасці. К спорту тяга, безусловно, должна быть у каждого ребенка. Аня, Ваня, они у нас ходят на дзюдо. Тимофей занимается боксом. У нас даже есть и груша, и перчатки. Девочки у нас, безусловно, любят рисовать. Они и дома рисуют. Наша Соня, она сейчас в санатории. Я еще поделку делаю. Поделки часто делаю. Любит делать поделки. Наша Соня занимается профессиональным рисованием. Знаходзіць ключик да кожнага дзіцячага сэрца, дарыць цеплыню і захоўваць утульнасць – галоўны талент Вольгі. І яе маленькія выхаванцы ў гэтым ніколькі не сумняваюцца. Я ее люблю, потому что она добрая, любит нас всех, всегда в трудный момент поддержит всех, и красивая еще, трудолюбивая. Семья, конечно, дружная, все дружат, все помогают друг другу. Она очень добрая, не ссорится ни с кем, дружелюбная.
Напярэдадні Вользе і яшчэ 3 гамяльчанкам у гарвыканкаме ўручылі ордэн маці. Сёння дзяржава робіць усё, каб шматдзетныя сем'і адчувалі сябе ўпэўнена. А таму такая ўзнагарода не толькі гонар, але і пацвярджэнне таго, што інстытут сям'і на Гомельшчыне застаецца непарушнай каштоўнасцю. Я очень рада, потому что дети уже на сегодняшний день, они уже могут гордиться мной. И это история, которую можно рассказывать всем своим друзьям. Хотелось бы выразить огромную благодарность государству, нашему президенту за то, что он поддерживает семьи с детьми. Также хотелось бы сказать огромное спасибо руководству Гомельского опытного лесхоза. Это предприятие, на котором я работаю. И даже находясь в декретном отпуске, всегда ощущается внимание, поддержка с их стороны. Ордэн маці заснаваны ў 1996 годзе па ініцыятыве кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі. Гэта даніна павагі жанчынам, якія прысвяцілі сябе вялікай справе дарыць жыццё. Усяго ў рэгіёне гэтай высокай узнагародай адзначаны больш за 2000 жанчын. 23 з іх атрымалі свой ордэн у бягучым годзе. Олеся Федорцова, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель». Зручны, карысны, доўгачаканы. Праект «Актыўная зона. Удачны прыпынак» – пераможца конкурсу грамадзянскіх ініцыятыў, што праводзіцца Гомельскай абласной асацыяцыяй мясцовых саветаў дэпутатаў сумесна з абласным саветам дэпутатаў увасоблены ў жыццё Буда Кашалёва. На ўрачыстым адкрыцці утульнай пляцоўкі пабывала і наш карэспандэнт Алена Траценка. Все, подкачал, можно уже ехать. Як кажуць апошнім часам у Буда Кашалёва, тут сышліся веласіпед, камфортны адпачынак, клопат пра экалогію і культурную спадчыну. У самым цэнтры, на скрыжаванні вуліц імя Леніна і 50 год кастрычніка, з'явілася пляцоўка. Вядома, не сама па сабе, а як вынік сумеснай працы мясцовых жыхароў, актыўных, неабыякавых да патрэб грамадства. Идея данного проекта возникла не случайно. Все наши жители, в том числе и молодежь, являются активными пользователями велосипедов. На очередном заседании члены молодежного совета приняли решение о создании активной зоны. Обратились за помощью в районный совет депутатов, где нам и предложили поучаствовать в конкурсе гражданских инициатив, проводимом Гомельской областной ассоциацией местных советов депутатов. Мы с энтузиазмом взялись за работу, создали инициативную группу, при помощи районного совета депутатов провели собрание граждан, где нас, конечно же, все поддержали. Калі стала вядома, што праект сярод пераможцаў і дзяржава акажа падтрымку для рэалізацыі гэтай маладзёжнай ініцыятывы, выдзеліўшы 90% сродкаў, што патрабуецца на яе, актывісты маладзёжнага савета за 3 дні сабралі астатнія 10%. Гэта ўмова ўдзелу ў конкурсе ад кошту ўсяго праекта. А потым разам узяліся за справу, працавалі на суботніках і ў вольны час, каб зрабіць пляцоўку «Удачны прыпынак» не проста кропкай на карце роднага райцэнтра, а сапраўдным месцам тэхнічнай падтрымкі двухколавага сябра і тэрыторыяй сустрэч моладзі. Мы с друзьями каждый день катаемся по городу на великах. Раньше, если что-то ломалось, переходить тащить велик домой. А теперь построили новую площадку. Можно присесть, отдохнуть, подкачать колеса, подкрутить руль, подзарядить телефон. Мне кажется, здесь будет собираться много ребят. Мясцовая моладзь даказала, іх стваральны парыў рэальны. Яны могуць мяняць асяроддзе, у якім жывуць. Не чакаць, а рабіць карыснае для сябе і людзей, якія карыстаюцца велосипедами. Учли пожелания и чаяния молодежи, приложили все усилия, чтобы открыть этот реальный проект. И наша активная зона «Удачный припынок» – это зона рабочая, полноценная, городская локация. И молодежный совет будет искать новые форматы взаимодействия, использовать ее как площадку для своих мероприятий в будущем. И это хороший пример для молодежи, что все ваши чаяния, идеи, инициативы могут быть услышаны и реализованы. Поэтому я всех приглашаю, приезжайте, пользуйтесь, вдохновляйтесь нашей площадкой. Асаблівасць пляцоўкі ў Будакшалёва яшчэ і ў тым, што ёсць у яе і культурны складнік, што абяцае стаць стымулам для развіцця мясцовага турызму, павышэння прывабнасці рэгіёна і захавання культурнай спадчыны для будучых пакаленняў. Марк, смотри, давай сходим на площадь. Там сейчас мероприятие детское. Идем? Алена Траценка, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» з Будакашалёўскага района.
Гомельскія навукоўцы, магчыма, раскрылі адзін з сакрэтаў усходніх медыкаў і доўгажыхароў. Грыбны рацыён, па іх меркаванню, можа вырашыць масу медыцынскіх праблем. У Гомельскім інстытуце лесу ў выглядзе кулінарнага эксперыменту вырошчваюць некалькі дзясяткаў каштоўных відаў грыбной экзотыкі. І пакуль харчовая прапанова падрастае, Ірына Драбышэўская даведвалася, ці будзе попыт. Шчасце есть, запэўніваюць гурманы і аматары кулінарных эксперыментаў. І калі для адных задавальнення ў гусці, то для іншых яно ў карысці. А карысць, аказваецца, ў грыбах. На ўласным вопыце ў гэтым пераканалася гамельчанка Анастасия. Женщина недавно открыла для себя китайский лечебный гриб. Ну, вкуса в них никакого, такого не вижу. Я по здоровью чувствую, что очень хорошо все. В капсулах, правильно, порошочек, да, с августа месяца. Я просто была у известного врача в Таиланде и начала их пить. Я великолепно себя чувствую. Грибный доктор, ён же деликатес, яжовик гребенистый. По густе нагадывая морепродукты. Усё больше завоевывая сусветные рынки кулинарных и медицинских послуг. Затекавил грибные проекты и гомельских ученых. Плодовые тела созревают примерно в течение 10-14 суток, в зависимости от штамма. Ну вот этот за 10 суток созрел. Можно снимать. На экспериментальных градках у інстытуце лесу вырощваюць некалькі дзесяткаў каштоўных грибных парод. Яжовік зараз дае другую хвалю ураджаю. Делікатны гриб валодае унікальнымі нейропратэктарнымі уласцівасцямі, карысны для мозгу і папярэджвае деменцию. Гэта доказали на радзіме деликатесу у Китае. Они же имеют такой легкий запах морепродуктов, который усиливается при созревании плодовых тел, который ценится гурманами. У гэтым інкубатары грибам дапамагаюць нарадзіцца. Кожны грибный субстракт дазваляе здымаць урожай шматразова. Все начинается с пробирки. Выращиваем на чашках маточную промежуточную культуру, а затем уже переносим на посевной мицелий. Это может быть зерно, допустим, овса, ячмень. Для инокуляции пока в промышленных масштабах ни у нас, ни в России не выращивают. В естественных условиях встречается он очень-очень редко. Там, где нет антропогенной нагрузки. На древесине бука, дуба, встречается у нас на березе. У нас находки такие были только в Беловежской пуще. Карысны китайский гриб наши ученые жадаюць укараніць у промысловую вытворчасць. Вось толькі ці будзе попыт, даведваемся у прохожих. Сначала надо их попробовать. Может быть, он и полезен, не знаю, но это надо больше информации про это сначала. К грибам отношусь очень осторожно. Попробовать, да, почему бы и нет. Всегда интересно, новый опыт все-таки. Грибы экзотические не боитесь есть? О нет, что вы, прихожу сюда, чтобы купить именно эти грибы. Они очень быстро готовятся, не требуют долгой варки. Это вкусно, кто-то ест мясо, а кто-то грибы. У крамах же заморский грибный товар на полицах не залеживается. Договоры на поставку оформляют паводле попыту. Партию грибов яноки недавно разобрали и уже привезли свежие с Китая, а могли бы выращивать и у нас. На данный момент у нас в магазине представлены грибы-шампиньоны, грибы-вешенки, грибы-иноки. Очень пользуются спросом. Приезжают у нас 3 раза в неделю. Также у нас есть грибы-шейтаки, грибы опята. Но, к сожалению, сегодня уже разобрали. Вот осталось из экзотики грибы-иноки. Грибные деликатесы подзялили белорусских споживцов як бы на две поляны. Аматоров грибной классики, у их кошики потрапили лисички, сыроежки, белые и іншие айчинные дикоросы. И аматоров заморской экзотики. Для их привабные яноки, ежовик, шимиджи, шейтаки и рейши. С первого квартала 2026 года в Гомельской области было реализовано более 8 тысяч тонн овощей и грибов, свежих овощей и грибов, без учета картофеля. Грибы представлены как в торговых сетях, да, так на рынках и, конечно же, на маркетплейсах. Я думаю, определенно, если есть уже разработки, так же, как и у нашего института леса, то, я думаю, есть на это и спрос. Поэтому торговым сетям, мне кажется, будет интересно под реализацию и новые направления грибов. Поэтому будем наблюдать на полках магазинов. Важный момент заўважылі навукоўцы. У Китаі, які славіцца сваімі доўгажыхарамі, лечебных грибов з'ядаюць амаль што ў 28 разоў больш, чым у Беларусі. І тут ёсць нагода задумацца. Ірына Драбышэўская, Васілій Сябцоў, Валерый Гапанько. Тэлерадыёкампанія «Гомель». І напрыканцы выпуска аб надвор'і. Белгідрамет папярэджвае, заўтра на Гомельшчыне чакаюцца навальніцы. 3 чэрвеня пераважна без ападкаў, месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Ноччу і раніцай у асобных раёнах магчымы слабы туман. Тэмпература паветра ўначы складзе 7-13 градусаў вышэй за 0, удзень плюс 19-26.
Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Юлія Мастіч. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Правоохранители вскрыли коррупционную схему в одном из медицинских учреждений области. Заведующий хозяйственной частью с корыстной заинтересованностью сформировал из своих подчиненных строительную бригаду для реализации личных планов. В течение нескольких лет сотрудники проводили ремонтно-строительные работы на его дачном участке. Чтобы скрыть отсутствие людей на рабочих местах, фигурант выносил в табеле учета времени заведомо ложные сведения, согласно которым им исправно начислялась государственная заработная плата. Сумма необоснованно выплаченных средств превысила 45 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. В Жлобинском районе главный инженер-механик одной из организаций был признан виновным в хищении более 700 рублей. Он использовал чеки физических лиц, полученные от менеджера частной фирмы, для составления фиктивных документов о приобретении запчастей и расходных материалов для служебного транспорта и сельхозтехники. На основании этих документов ему были выданы деньги, которыми он распорядился по своему усмотрению. Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы со штрафом в размере 50 базовых величин. Однако, учитывая обстоятельства, наказание было назначено условно с испытательным сроком в 1 год. В Гомеле при розжиге мангала пострадал ребенок. Инцидент произошел по улице Гоголя на территории частного домовладения. При розжиге мангала на ребенке загорелась одежда. С ожогами пострадавший госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Подразделения МЧС не привлекались. Уважаемые зрители, помните о необходимости постоянного присмотра за детьми. Организуйте безопасный досуг. Будьте положительным примером в вопросах безопасности жизнедеятельности. В летний каникулярный период дети наиболее подвержены риску попадания в различные чрезвычайные ситуации. В Реческом районе загорелся нежилой дом. Пожар зарегистрирован в деревне Горошков. В результате повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество в строении. Вероятная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Алина Змушко стала бронзовым призером турнира по плаванию в Барселоне. В финале на 100-метровке брасом уроженка Калинковичей пришла к финишу третьей с результатом 1 минута 60,84 секунды, опередив на 1/10 россиянку Евгению Чекунову. Витен добыл вторую викторию над БЧ в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу. В Гомеле во втором поединке за выход в финал аршанцы несколько раз уступали хозяевам, но в концовке сумели вырвать победу с минимальным перевесом в счете 5-4. В составе победителей хэт-трик оформил Евгений Балдин. Третья игра состоится 5 июня на площадке аршанской команды. И если хозяева выиграют, то пробьются в финал. Нападающий Илья Жуковский пополнит состав Гомеля в сезоне 26-27. С форвардом достигнуто соглашение о подписании контракта. 29-летний воспитанник Гомельской школы хоккея в минувшей кампании выступал за Гродненский Неман и провел 37 матчей в регулярке и плей-офф, в которых набрал 12 очков. За свою карьеру в экстралиге Жуковский защищал цвета родного Гомеля, Бреста, Лиды, а также молодежной сборной Беларуси. Всего в чемпионате страны на его счету 364 матча и 82 результативных балла. Спортсмены Гомельской области завоевали 6 наград на открытом кубке страны по дзюдо. Медаль высшей пробы у Егора Трухана. В шаге от золота остановились Роман Кузнецов, Андрей Шимбалев, Мария Бардашевич, Александра Коновалова и Полина Слесаренко. В этом году кубок перестал быть исключительно национальной площадкой и приобрел международный статус. Вместе с представителями всех регионов Беларуси в турнире приняли участие спортсмены из России, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Камеруна.